Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы с вами обсудить следующую вещь. В последнее время в нашей стране выстраивается жесткая вертикаль власти, так же, как это происходило в России год назад. К чему оно приведет? Да? Если так посмотреть, есть великий мыслитель, который оказал сильнейшее влияние на страны Европы, страны мира. И его в основном, когда спрашиваешь, да, кого вы прочитали, да, какую книгу вы любите, например, у того же профессора Махаттара Мохаммада, или когда спрашиваешь у других реформаторов, да, крупных, они говорят, что вдохновила их, и самая любимая книга у них это Фридрих фон Хайек, книга «Дорога к рабству». Эта книга очень сложна для понимания, очень сложна для чтения, но она очень важна для любого политика, любого экономиста. Согласно этой книге, любое стремление создать государство всеобщего благосостояния или создать социальное государство коллективистскими методами приведет к возникновению тоталитарной системы, к возникновению системы, которая будет попирать права человека. Для этого надо очень много времени уделять государственному строительству и, естественно, созданию вертикали власти, уничтожению системы сдержек и противовесов и созданию государства всеобщего благосостояния. В Кыргызстане у нас именно это и происходит. Последние выборы показали, что никакой реформы, никакой, скажем, изменения сознания у номенклатуры, которая осталась еще от Советского Союза, это не первые лица, это лица вторые, третьи, четвертые, даже первичные, да, лица низовые. У них не изменилось. То есть старое мышление осталось, они все стремятся нас подогнуть под те же самые традиции советской номенклатуры. Более того, стремятся они также устроить, то есть поддерживать систему, поддерживать тех властителей, которые строят плановую экономику. Более того, эти властители влюблены в идею высокой цели. Это означает, что мы с вами движемся, наша страна движется потихоньку к авторитаризму заново, к тоталитаризму. Хотя по всему миру многие страны имеют тот же схожий сценарий, но наша страна в их числе. Это нехорошо для нас, потому что для развития, для рывка, для прорыва, для развития страны очень важно, чтобы государство снизило свое влияние и регуляцию рынка, снизило влияние на экономику и занялось конкретно состроением правовой системы. Государство должно заниматься именно правами и правилами игры, а самой игрой, самой производством экономикой должны заниматься частные лица, граждане. Но у нас в стране этого пока не осознали и стремятся, каждый суслик-агроном, стремятся политики решать за нас, граждан, что делать с экономикой, что делать с рынком. Я думаю, что последние события, последние выборы, последние отношения ЦИКа, последние эти экономические выкладки, они приводят нас к выводу к тому, что у нас общество делает резкий виток назад к авторитаризму, к тоталитаризму. К чему это может привести, мы посмотрим, но, скорее всего, ни к чему хорошему. Первое условие, да, первый признак того, что в обществе все в порядке, было бы то, если бы система имела преемственность, заменяемость. Если бы в муниципалитеты во власти попадали молодые люди, альтернативных с руководством взглядов. Этого пока не происходит. Следовательно, пока мы еще в жопе, господа. Но я надеюсь, что мы эту ситуацию выправим и не позволим дойти этой системе, которую, кстати, закручивают низовые специалисты. Не высшие власти, а средние и низовые специалисты закручивают гайку в сторону социализма, в сторону тоталитаризма. Я надеюсь, что мы эту систему сможем все-таки изменить и выправить. Но для этого нужна консолидация политических сил, молодых особенно, и хоть какое-то понимание со стороны высшего руководства о том, что пора делать прогресс. Нельзя топтаться на месте.